Мы рады приветствовать наших дорогих телезрителей у экранов, телевизоров или гаджетов. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня мы, конечно же, по традиции постараемся сделать ваше утро по-настоящему бодрым и подготовить вас к новому рабочему дню. Итак, сегодня у нас в эфире мы затронем темы, например, изменения, которые скоро ждут дачников. А также поговорим о том, как наладить сон и высыпаться. Как сплотить членов семьи и создавать дом мечты. Об этом и еще многом другом полезном вы узнаете сегодня в нашем эфире. Так что оставайтесь с нами, заваривайте чашечку чая, кофе, ну и, конечно же, готовьте завтрак и встречайте новый день с программой «Утро Якутии». Я также хотел бы напомнить, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который, подписавшись, вы можете увидеть самые интересные сюжеты из наших эфиров и, конечно же, интересные новости. Ну а самая главная новость с утра, которую, думаю, ждут абсолютно все, это какая же погода за окном. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была минус 28, минус 20 градусов. В заречной группе Улусов от 40 до 19 градусов ниже нуля. В южных минус 20, минус 17. В Вилюйской группе Улусов от 33 до 15 градусов ниже нуля. В нижнеленских районах минус 33, минус 24. В западных минус 20, минус 15 градусов. В Колымо-Индигирской группе Улусов 45-26 градусов со знаком минус. В Янских минус 42, минус 29. На северо-западе республики минус 44, минус 30 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 26 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем облачно без осадков. Ветер южный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха минус 18, минус 20 градусов. Ну, уже можно отметить, что погода двигается к весне, а вместе с тем дачники уже активно готовятся к новому сезону. А между тем, с 1 марта их ждут новые правила. К примеру, грядущие изменения в законодательстве могут серьезно повлиять на сделки с землей. Об этом и других изменениях, касающихся дачников, мы сегодня с утра поговорим в нашей постоянной рубрике «Свежая голова», которая проходит по вторникам. А сегодня у нас будет на связи юрист юридической службы «Правовой навигатор» Илья Мостовой. Илья, доброе утро. Доброе утро. Да, скажите, какие изменения вступают в силу с 1 марта, которые касаются дачников? Что нужно знать владельцам земельных участков, чтобы не иметь потом проблем? Ага, понял вопрос. С 1 марта 2025 года вступают в силу отдельные изменения в законодательные акты, касающиеся оборота земель. В частности, новелл несколько. Первое – это касающиеся оформления договора о дарении между физическими лицами, по предмету которого является отчуждение недвижимости. Этот договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если раньше можно было бы оформить просто в письменной форме договор, то с 1 марта это можно сделать только через нотариуса. Иных форм не предусмотрено. Вторая новелла касается не только дачников, это касается всех владельцев земельных участков, касающихся учета земельных участков в части определения границ земельного участка. То есть те владельцы, у кого границы земельных участков не сформированы, они не смогут продать, подарить или совершить иные сделки в отношении объектов недвижимости, то есть в данном случае земельного участка. Угу. На ваш взгляд, для чего вводятся подобные изменения? Подобные изменения были введены по нескольким причинам. Первое – это защита самих граждан от мошенников. Когда недобросовестные риэлторы или иные лица так или иначе оформляют нелегитимным образом земельные участки, последующим образом их продают. Второе – это направлено на защиту оборота земель. То есть у нас все земельные участки должны иметь координаты. То есть мы являемся владельцами участка земли, у которого должны быть обозначены границы. То есть имеются координаты в координатной сетке так называемой, и участок должен быть огорожен. То есть в данном случае ограждение земельного участка обозначает те границы физические, в пределах которых владелец обладает земельным участком. Угу.
Да, вот еще интересно такой вопрос. Вот с конца прошлого года дачников пугают тем, что неосвоенные земельные участки подлежат изъятию. Так ли это? И кому стоит по этому поводу беспокоиться? На самом деле я рекомендую по поводу таких вопросов интересоваться на информационных порталах Росреестра, например, или официальных источников органов госвласти. На сомнительных средствах массовой информации не стоит обращать внимание, поскольку там информация, как правило, недостоверная. Значит, что подразумевается? Во-первых, сразу изымать земельных участков не будут. Необходимо провести, во-первых, работы по определению границ земельных участков, раз, то есть владелец должен обозначить границы земельного участка, документально все оформить и тем самым защитить свои права на земельный участок. Второе, что необходимо делать, это необходимо его содержать. Как его содержать? Не подвергать захламлению, соответственно, ухаживать за многолетними насаждениями, если имеется на земельном участке. То есть как владелец земли, человек должен принять все меры, направленные на уход за земельным участком. Если такого сделано не будет, то в первый раз будет выдано предписание, в последующем может стоять вопрос об изъятии этого земельного участка, но пока в практике вот, в свете этих изменений нет. Ну, Илья, большое вам спасибо. Я думаю, что вы многих дачников успокоили, разъяснили ситуацию и желаем вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Вам также. Друзья, ну а сейчас мы продолжим, узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на общую сумму в 475 миллиардов рублей. Число кредитов оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет. При этом по сравнению с декабрем 2024 количество выдач сократилось на 11%, объем на 37%. В декабре прошлого года было выдано 3,9 миллионов кредитов на 750 миллиардов рублей. По итогам прошлого года на территории республики с участием начинающих водителей произошло 60 дорожно-транспортных происшествий. Водители данной категории всегда находятся в пристальном внимании госавтоинспекции. В этот раз проверка коснулась автотехники Сунтарского технологического колледжа, который давно и продуктивно готовит водителей всех категорий, почти на всех видах техники и техосмотра. На линейку готовности вышли 6 легковых автомобилей, также крупная техника, на которой ведется обучение начинающих. Также инспекторы ознакомились с работой станции технического осмотра. Но основными недостатками в ходе обследования это выявлены как технеисправность транспортного средства согласно допуску к управлению транспортными средствами основных положений. Это у нас надрывы имеются на ремне безопасности. Также отсутствуют клеймы на АКБ, аккумуляторных батареях. Также имеются трещины на лобовых стеклах. Ну и такие мелкие нарушения сейчас будем все устранять. И все предписания мы дадим для устранения срок. Спустя 30 лет в Усть-Алданском районе начал курсировать междугородний автобус. Соглашение между районной администрацией и ЯПАК подписано благодаря указу главы республики об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры. По всем требованиям автобус оснащен ремнями безопасности, запасным выходом и комфортабельными сиденьями. Автобус будет курсировать между Якутском и селом Барагонцы 3 раза в неделю в зимний период. В Барагонцах же пристанищем для автовокзала стало старое здание гимназии. Будет ездить в понедельник пока, в среда и в пятницу. Ну, со временем можем поменять маршрут, а так водитель будет двигать один пазик. Водитель Валериан Валерьянович, вот, он работает с 25 лет, работает в автобусном маршруте, и у него есть опыт. В России началась Масленица. В этом году она будет проходить с 24 февраля по 2 марта.
Масленица не имеет определенной даты, и каждую весну приходится на разные числа. Связано такое перемещение масляной недели с тем, что по традиции на Руси веселились и поедали блины перед началом долгого и строгого Великого Поста, который, как известно, тоже ежегодно меняет даты. Каждый из дней масленицы имеет особое значение. Конечно, в современном обществе уже не придерживаются всех традиций, но знакомиться с ними стоит. Например, в минувший понедельник, в первый день масляной недели, мастерили из соломы и старых вещей чучела, сооружали горки и снежные крепости, а также вешали качели. С добрым утром, друзья! Мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. Я надеюсь, что вы выспались, готовы к новым свершениям в наступившем новом дне. Ну и думаю, что если вдруг у вас есть какие-то сомнения, если вы не выспались или хотите понять, что же такое сон, как правильно засыпать, сегодня в этом нам поможет наша утренний гость, врач-невролог, сомнолог Татьяна Говорова. Татьяна Гавриловна, доброе утро. Доброе утро. Ну вот какой должна быть продолжительность сна, чтобы человек чувствовал себя бодрым и энергичным в течение дня? На самом деле таких жестких рамок нету, поскольку каждый человек индивидуальный, и время продолжительности сна зависит от его собственных ритмов. Но в среднем рекомендуется спать 7-9 часов. Ну, как я уже говорила, человек может высыпаться 5 часов, а некоторым требуется все 9-10 часов. И это каждого индивидуально. Ну вот, например, известно, что пожилые люди, как правило, например, просыпаются очень рано, да, молодые, наоборот, спят обычно долго. Вот с чем это связано и как настроить биологические часы вот на идеальный режим? Ну да, действительно это так. С возрастом происходят кое-какие изменения в организме, поэтому пожилые люди спят, как правило, короче. Это связано с тем, что меняются циркадные ритмы, меняется сама структура сна. И немаловажно то, что с возрастом, после 50 лет, уменьшается выработка гормона мелатонина. Это так называемый гормон сна. Поэтому пожилые люди спят короче, и у них сон становится беспокойным, они могут часто просыпаться, и их чаще, да, беспокоит раннее пробуждение. Это вот изменения вот такие возрастные, да. А у молодых людей, наоборот, пик выработки мелатонина, он смещается на более позднее время, поэтому им сложнее засыпать рано, и, соответственно, им сложнее просыпаться в утреннее время. Но для того, чтобы выработать такой правильный режим, нужно стараться соблюдать небольшие правила. Это для начала определить для себя, в какое время у вас возникает сонливость, и стараться ложиться спать в это время. Кроме этого, очень важно просыпаться в одно и то же время. Несмотря на то, что это будний день или это выходной день, для себя определить время и стараться в это время укладываться и в это время просыпаться. Тогда режим будет более-менее налаженным. Ну вот, а что делать, допустим, тем, кому по долгу службы, да, это вот по графику работы, да, например, есть ранний подъем, и вот такие люди обычно, допустим, не высыпаются. Что вот можно им посоветовать? Если вам требуется просыпаться рано, и вы не высыпаетесь, да, единственное, что я могу рекомендовать, это сместить время отхода ко сну на более раннее время. И тогда у вас появится возможность выспаться и не чувствовать никаких ограничений в следующем дне. Ну вот еще такой вопрос про бессонницу. Она, конечно, бывает разная, но вот есть ли какие-то такие стандартные методы для борьбы с бессонницей? Да, действительно, сейчас бессонницей страдают очень большое количество людей, несмотря на возрастные категории и пожилое население, и молодое население. И в целом вот, борьба с бессонницей зависит от причин, от которых она возникла. Поскольку бессонница бывает острая, бессонница бывает хроническая, и лечение этих видов бессонницы, оно бывает и достаточно разное. Сейчас во всем мире признана эффективность так называемой когнитивно-поведенческой терапии. Это терапия, которая меняет поведение человека перед сном. И оно назначается, ну, вообще человек, не принимая снотворные препараты, меняет свое отношение ко сну, поведение перед сном, и тем самым он может вылечиться от бессонницы. Но если вы страдаете бессонницей, допустим, очень много лет, то я бы рекомендовала вам обратиться к специалисту, чтобы не заниматься
самолечением. И если вкратце посоветовать, то тем, кому страдает бессонница, я бы посоветовала не заставлять себя спать. Это один из первых советов. И второй способ не использовать кровать не по назначению. То есть кровать должна быть только для сна. Мы не должны там кушать, мы не должны там работать, тем более просмотр телевизора, использование телефона должно быть вне кровати. Если вы не смогли уснуть, у вас есть проблемы, то вы должны встать с кровати, уйти в другую комнату и ждать, когда у вас возникнет снова сонливость. И только потом ложиться спать. Если у вас нет никаких проблем, в течение 30 минут вы должны уснуть. Ну, вот у нас еще есть телеграм-канал, там поступил вопрос, наш телезритель спрашивает, сколько времени нужно уделять дневному сну? Есть какой-то совет? Ну, дневной сон обязателен для маленьких детей. Но если у вас нет никаких проблем с засыпанием в вечернее время, то, в принципе, вы можете прилечь немножко отдохнуть. Если накануне у вас был тяжелый день, возможно, перелет был, то, да, вы можете, если это не постоянная основа, то, да, можете, в принципе, уснуть. Но желательно днем не спать. Чтобы не нарушать отход ко сну и следующую ночью, чтобы у вас не было проблем с засыпанием, то не рекомендуется. Что касается самого процесса отхода ко сну, вот, есть ли какие-то советы, вот, как правильно засыпать? Ну вот, как я уже говорила, нужно определить время. Для каждого человека оно индивидуальное. Время отхода ко сну, время, когда вас клонит ко сну. И определив это время, уже готовиться, примерно в это время уже готовиться ко сну. Это так называемые создавать ритуалы отхода ко сну. Это могут быть любые гигиенические процедуры, это могут быть водные процедуры, это может быть подготовка спальни ко сну, это может быть подготовка кровати, включение ночника, одеть пижаму, да, и вот к этому времени уже ложиться спать, и вы легли, должны выключить свет, в комнате должно быть темно. Если вам мешают соседи, посторонние звуки, то можно использовать беруши, можно включить белый шум и, отложив телефон, лечь в кровать. И как я уже говорила, если у вас нет никаких проблем, в течение 30 минут, соблюдая все эти условия, вы должны уснуть. Ну вот, возможно, кто-то из наших телезрителей часто делает перелеты, да, и у нас страна очень большая, часто меняются часовые пояса, вот так называемый джетлаг. Как можно вот с ним бороться, да, справиться? Да. Перед тем, как вылететь, нужно хорошенько выспаться. Отдохнуть, выспаться и стараться выбирать такие рейсы, чтобы прилететь в другой город во второй половине дня. Тогда у вас будет время спокойно поужинать и лечь спать до 11 часов вечера. И как только вы прилетите в другой город с другим часовым поясом, то желательно влиться в тот же график, то есть принимать пищу по местному времени, лечь спать по местному времени и, самое главное, уже проснуться по новому времени. Да? И первые 2 дня старайтесь есть понемногу, потому что пищеварение, режим пищеварения тоже должен перестроиться. И если, допустим, вы очень часто летаете, и каждый раз вы испытываете очень большие проблемы с перестройкой режима, то посоветуйтесь с врачом, и вы можете применять 1-2 дня снотворные препараты по инструкции врача. Вы являетесь врачом, невролог, сомнолог, и вот в каких случаях вот человеку необходимо уже обращаться к специалисту? В каких случаях? Если он страдает очень долгое время с бессонницей, если он очень долгое время применяет снотворные препараты, да, и они уже не помогают. Многие препараты, они перестают в итоге помогать человеку. Если, допустим, вы испытываете по утрам, чувствуете, что вот ваш сон был неосвежающий, вы не удовлетворены своим ночным сном, по утрам вас беспокоит головная боль, повышение артериального давления, допустим, да, и днем вы испытываете дневную сонливость, то тогда, конечно, вам нужно обратиться к врачу-сомнологу. И еще, если вас беспокоит храп,
Если человек храпит, то у него могут быть задержки дыхания во сне, и это тоже причина для того, чтобы обратиться за консультацией к врачу, ну, желательно к врачу-сомнологу. Спасибо. Спасибо, Татьяна Гавриловна. Ну, я думаю, что, надеюсь, что у наших телезрителей вы хорошо высыпаетесь, да, и, соответственно, наша программа также вас подготавливает к новому рабочему дню, но чтобы окончательно проснуться, мы предлагаем сделать утреннюю зарядку. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, и сегодня мы с вами выполним кардионагрузку, которая хорошенько взбодрит и зарядит нас на весь день. Первое упражнение – это будут прыжки с приседа. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки смотрят диагонально, делаем присед и руками помогаем вытолкнуться. Делаем таких 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение – прыжки джемпинг джек. Тоже выполняем 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение мы будем выполнять в бёрпи. Исходное положение. Встаем на ладошки на пол, делаем планочку, подтягиваем колени к себе, делаем прыжок наверх. Тоже делаем 16 повторений. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Упражнение достаточно сложное, поэтому для начинающих я советую выполнить 8 в активном темпе и 8 можно выполнить в спокойном. 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом наша кардиотренировка подошла к концу. Тренировка достаточно тяжелая, активная, поэтому наблюдайте за своим состоянием. Всем хорошего, бодрящего дня! Ну а если вы сегодня все еще не присоединились к нашей утренней зарядке, то следующее видео вам понравится наверняка. В Японии массаж делают коты. Услуги мечты доступны в специальных кафе, например, в Токио, Осаке и Киото. Она обычно входит в стоимость общего посещения заведения и стоит примерно 900 рублей в час. Вот такой вот милый котик будет вам разминать спинку. Думаю, очень милое видео. И я думаю, что, да, очень много желающих сделать себе массаж именно с помощью кота. Но после того, как коты продемонстрировали свои таланты в роли массажистов, пора перейти к датам, которые разминают нашу память. От пушистых релакс-терапевтов к событиям, изменившим мир. На календаре 25 февраля. Сегодня отмечают второй день Масленичной недели, древний славянский праздник с многочисленными обычаями через века, дошедший до наших дней. По народному календарю Алексей Рыбный. На Руси говорили, что на Алексея начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Это день в истории. 1721 год. Петр I учредил Синод, верховный орган управления церковью. 1837 получен патент на электродвигатель постоянного тока. 1836 Сэмюэль Кольт получил первый патент на автоматический револьвер. 1956 на закрытом заседании 20-го съезда КПСС Хрущев выступил с обвинениями против Сталина. В этот день родились Карло Гальдони, итальянский драматург и комедиограф; Энрико Карузо, итальянский оперный певец, тенор;
Лев Арцемович, советский физик-академик. Всеволод Санаев, советский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР. Алла Андреева, советская и российская художница, супруга Даниила Андреева. Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Именины отмечают Алексей, Антон, Евгений, Мария. Ну, важные даты и события в истории страны и мира мы можем узнавать и из произведений художественной литературы. В нашей рубрике «Книжная полка» очередная рекомендация от библиотекарей Национальной библиотеки как раз об одном из значимых событий в истории нашей страны. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про книгу «Севастопольские рассказы» Льва Николаевича Толстого. Когда речь заходит о классических произведениях, в которых показана война или важное для нашей страны историческое событие, все, конечно, вспоминают «Капитанскую дочку», «12 Блока», «Войну и мир» Толстого, «Тарас Бульба» Гоголя. Но у Толстого есть и «Севастопольские рассказы», прекрасный сборник из 3 рассказов, который в школе проходится и забывается благополучно многими людьми, и во взрослой жизни не вспоминают этот текст. Хотя несправедливо, потому что здесь молодой Толстой, ему нет даже 30, 26-27 лет, он показывает, как во время Крымской войны русские солдаты защищали Севастополь, как они порой отступали, как проходила жизнь офицеров и обычного народа. Мне кажется, что сегодня перечитать «Севастопольские рассказы» будет вполне уместно, потому что он без купюр, не говоря, кто здесь прав, а кто виноват. Это очень важный момент. Сам Толстой здесь в конце текста, Толстого порой ругают за морализаторство и выводы, которые он дает в тексте. Но вот он в тексте дает такой вывод, что здесь, да, конечно, он как солдат русской армии испытывает патриотизм, он воюет, он ощущает близость смерти. Но в конце, в самом конце, он говорит, на войне нет правых и виноватых, да. В любом случае, там есть у него хорошая метафора. Почему, если 2 армии воюют, да, почему просто не выйдут по одному представителю сражаться за правду, вместо того, чтобы умирали тысячи и миллионы людей, да. Севастопольские рассказы сегодня, мне кажется, еще более актуальны, потому что, так как и место происходит, да, в Крыму, показывают нам, что патриотизм Толстого молодого, он такой яркий, он такой насыщенный, и поэтому он показывает взгляд на историческое событие глазами разных людей, молодых офицеров, да, обычных солдат, всех, кто там просыпался под свист пуль, ложился спать под взрыв бомб. Мне кажется, что это и динамичное произведение сегодня будет читаться и молодыми, и опытными читателями. Поэтому я советую «Севастопольские рассказы», да, Севастополь там в декабре, в мае, в июне, прочитать, поразмышлять и добавить в копилку еще одно произведение, которое можно назвать произведением важным, историческим, военным среди всей классики нашей отечественной. Читайте книги, любите жизнь. Но когда я вижу или беру в руки старые книги, всегда думаю о том, кто же до меня дотрагивался до нее, через сколько рук прошла эта книга. Как раз думал, как подвести к следующему нашему сюжету. И вот подсказка. Ведь остаются же следы на этих книгах. Интересно, о чем они могут поведать, если за них возьмется криминалист. Я вот недавно снимал выпуск передачи «Испытано на себе» об альфакторной экспертизе. Давайте посмотрим, как это работает. Знаете ли вы, что запаховый след человека приравнивается к дактилоскопии и ДНК, то есть он является уникальным и используется в криминалистике для определения преступников. Мы побывали в единственном на Дальнем Востоке экспертно-криминалистическом центре МВД по республике Саха-Якутия, где проводится альфакторная экспертиза. Вообще запаховый след человека, он генетически детерминирован и неповторим. То есть так как пахну я, так как пахнешь ты, да, больше нигде этот запах не повторяется. Он изначально закладывается в момент оплодотворения, когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, образуется свой уникальный пахучий код человека.
И отвечают за это запаховые следы человека, это полярные липиды, вещества. Они находятся во всех органеллах клетки, во всех клеточных структурах, в мембране в клетке, во всех выделениях человека. То есть это одна из составных частей клеточного организма, в принципе, в целом. И вот этот вот его неповторимость, его уникальность позволяет использовать в криминалистике для идентификации лиц по оставленным запаховым следам на тех или иных объектах. То есть это какое-то орудие преступления? Это может быть орудие преступления, это может быть вещи, оставленные преступником, это может все что угодно, где был контакт непосредственно гражданина, проверяемого лица с тем или иным объектом. И если придерживаться терминологии, то, возможно, будет трудно понять весь процесс, поэтому я перескажу его своими словами. Начнем с подготовительной работы. Тут необходимо подготовить запаховые следы, а если быть точнее, то сделать вытяжку. Берется образец крови подозреваемого, помещается в специальный сосуд, где создается вакуум. В верхней части располагается специальная ветошь, которая и будет собирать запаховый след. Сосуд ставится в горячую ванну, а сверху в специальное углубление наливается жидкий азот. Нагретые пары снизу поднимаются вверх, и там за счет воздействия жидкого азота конденсируются на ветоши. Через некоторое время запаховый след готов. То же самое производится и с самим объектом. Уликой, в нашем случае это перчатка. Плюс ко всему создаются и ложные запаховые пробы с похожих предметов других людей. Через день после того, как запаховый след немного стабилизируется, вступают в работу наши четвероногие друзья. В день проведения экспертизы в зале исследований выставляется сравнительный ряд. Цель собаки-детектора из всего многообразия запахов определить связь между запаховым следом из образца крови с запаховым следом из исследуемого объекта, то есть улики. В случае, если собака определяет безошибочно объекты 3 раза, а после каждого прохода все образцы меняют свои места, исследование считается успешным. Но для точного определения требуется участие 3 собак-детекторов. Для такой экспертизы лучше всего подходят охотничьи породы собак. И да, таксы тоже относятся к ним. Эта порода была выведена для норной охоты. После обучения каждая собака-детектор проходит аттестацию и только после этого начинает выполнять свои служебные обязанности. В нашем случае все собаки безошибочно определяли связку запаховых следов, взятых с образца крови и с перчатки. Как видите, данный метод экспертизы очень эффективен, и благодаря нашим четвероногим друзьям можно раскрывать очень сложные преступления. Ну, я знаю, какой запах ни с чем не спутаешь. Это, конечно же, свежепожаренные блины или приготовленные пельмени. Сегодня второй день масленичной недели, но не только блинами почуют Масленицу. Отличный день, чтобы съесть пельмень. Гастрономический фестиваль прошел в Иркутской области. Самое ароматное событие – гастрономический фестиваль «Свирский пельмень» проходит в Иркутской области. И на кадрах, которые вы сейчас увидите, посетители дегустируют знаменитое блюдо русской кухни, слушают выступления артистов и принимают участие в тематической эстафете. «Свирский пельмень» проходит в Иркутской области уже в 6-й раз. В этом году организаторы подготовили продовольственную ярмарку с полуфабрикатами из фермерского мяса, интерактивные зоны и конкурсы, а также творческие выступления. В этом году исключительный фестиваль. С погодой повезло. И погода, и хорошо, что в 2 часа сделали. Помните, в прошлом году, как было холодно? В Это этом был году ужас. удивительно хороший фестиваль удался, хорошая публика, очень хорошие артисты, профессиональные. Очень вкусная начинка с бульончиком наваристым. С Иркутска приехали специально сюда, на фестиваль. Пельмени – это очень-очень вкусно. Бесспорно, лучше всего ужинать в кругу большой и дружной семьи за большим столом. О доме мечты, как его создавать для наших детей, в нашей следующей рубрике «Дела семейные». Доброе утро! Сегодня мы будем рисовать дом нашей мечты. Этот процесс может быть очень терапевтичен для ребенка и для родителей в том числе. Вы можете увидеть то, какими карандашами пользуется ребенок, каким образом он рисует, каких персонажей он рисует, на что обращает внимание.
Так как мы делаем именно дом мечты, да, то о чем мечтает ребенок? Что туда входит? Да? Может быть, это будет животное, о котором ребенок мечтает давным-давно. Может быть, это бабушки и дедушки, по которым ребенок соскучился. В этот процесс могут быть вовлечены все члены семьи. Это может быть прекрасным проведением досуга, например, воскресным вечером, когда все могут сесть и нарисовать. Причем чаще всего старшие дети нарисуют совсем иное, совсем другое. Скорее всего, там уже, возможно, не будет родителей. Они уже будут рисовать себя более взрослыми, например, уже состоявшимися людьми. То есть посмотреть, к чему стремится ребенок. Если это бабушки и дедушки, то, возможно, можно будет найти подсказки, о чем они мечтают, возможно, на подарок, например, чего им не хватает в обычной жизни. Если говорить о мужчинах, то в их доме мечты, наверное, скорее всего, будет много техники, и их дом мечты будет немножко отличаться. Здесь, кстати, тоже можно будет уточнить и посмотреть у мужа, например, что для него важно. Важно просто соблюдать чистоту и порядок, или важно для того, чтобы там было уютно, тепло, светло, красиво и так далее. То есть это тоже, такие рисунки тоже о многом говорят. Еще отличной идеей будет нарисовать на ватмане всей семьей дом мечты. В этом случае каждый член семьи сможет нарисовать то, о чем он мечтает. Например, кто-то мечтает о кошке, например, кто-то о детской площадке, папа мечтает о снегоходе. И все эти элементы нарисовать на одном большом ватмане. По истечении времени, когда уже ребенок будет видеть о том, что, например, его мечта сбылась, ура, там взяли кошку, то ребенок начнет понимать о том, что все мечты, они в принципе достижимы. И можно будет дорисовать еще что-то, и тоже он будет уже ставить это не как мечта, а как цель для достижения. Ага, но здесь ребенок торопился нарисовать, поэтому так немножко неаккуратно. Но что мы здесь можем видеть? Здесь большой дом, бассейн, детская площадка. То есть тут уже понятно, о чем мечтает ребенок, да? О том, чтобы у нас был бассейн, о том, чтобы была детская площадка. Мы живем в частном доме. И именно, скорее, здесь именно о том, чтобы проводить время с семьей. Здесь все члены семьи. Дай-ка посмотрю. Например, вот это кто? Мама и папа. Мама и папа. Мама и папа находятся вместе, то есть рядышком. Здесь это? Бабушка. Бабушка. Это? Дедушка. Бабушка и дедушка присутствуют в нашей семье обязательно. Это старшие сестры, я так понимаю, да? Да. Ага. Где ты? Покажи. Вот. Вот. Ты качаешься на качелях, да? Да. А это? Митюша. Это Митюша, не успела еще раскрасить. Митюша — это младший брат. То есть, если здесь сказать именно о желаниях ребенка, то ребенок мечтает о детской площадке, да? Дом на дереве. Ага, домике на дереве, о бассейне во дворе, да, чтоб летом купались все вместе. Еще лежаки. Лежаки. Но если говорить именно о семейных ценностях, то для ребенка важно, чтобы мы проводили время всей семьей вместе. Замечательно, когда в семье все делают вместе, в том числе и повседневные домашние дела. Наступает весна, и на балконах может испортиться мясо, рыба, дичь, которые хранить негде, так как морозильник забит или его вовсе нету. Их тоже сейчас пора спасать. Волонтеры Якутии объявили акцию «Проверь свой балкон», чтобы сданные продукты в последующем отправить в военные госпитали, где волонтеры приготовят домашнюю еду для бойцов СВО, которые проходят реабилитацию после ранения. Это только одна из акций, которую проводят неравнодушные якутяне. Какую еще помощь сегодня оказывают волонтеры и как можно присоединиться к ним, мы поговорим сегодня с гостьей в нашей студии, руководителем волонтерского движения «Добровольцы» Светланой Архипченко. Доброе утро. Здравствуйте. Светлана, в прошлом году осенью вы приходили уже к нам в студию. Что с тех пор изменилось в вашей работе и какими новостями вы можете поделиться? Ну, за этот период у нас особо новостей таких нет. Мы также занимаемся гуманитарной помощью, занимаемся изготовлением маскировочных сетей, мундирования. Также собираем все посылки на фронт. Единственное, что за этот период у нас увеличились филиалы, да, по республике, наши организации. Нам присоединились очень много волонтеров, которые нам помогают.
Мгм. А кто вот, кстати, работает в составе добровольческого движения добровольцев и кто охотнее отзывается на призыв о помощи? Простые граждане, жители нашей республики. У нас также филиалы — это районы: Чурапчинский район, Тополиный, Тампонский район, Усть-Алданский УЛС, Житай, у нас там 3 филиала. Также у нас есть организации, которые... В каждой организации есть как бы ребята, которые ушли на СВО. И в первую очередь мы должны обеспечить своих, как бы, где вот мы волонтеры свои, там, у кого мужья, у кого сыновья, у кого сотрудники. И, конечно же, все принимают участие. Большие также организации. У нас НВК «Саха» уже наши филиалы плетут сети, Якутнедра, Социальный фонд «Россия» тоже плетет. Ну, как бы очень много организаций. А в целом, вот кто сейчас вам помогает и какая помощь особо нужна волонтерам? Финансовая помощь, потому что на закуп, конечно, расходных материалов, тканей, сети, это, конечно, нужны как бы, ну, денежные средства. Ну, я не знаю, вот как-то вот выкручиваемся на сегодняшний момент. Организации помогают, неравнодушные люди помогают. А как часто вы получаете обратную связь от наших ребят? Чем вот они делятся с вами? Ну, мы стараемся каждую неделю отправляем от 30 до 50 посылок. У нас же много филиалов, как бы у нас сетей много. Помимо сетей мы же туда, и как бы у нас и женщины есть, и вяжут носки, и продукты, и самое главное, мы лекарства, и какие-то вкусняшки там отправляем, да. Значит, обратную связь ребята мне тоже как бы контролируют это дело, чтобы пришли там и отчеты вот эти не особо требуем, чтобы вот отправили мы 10 посылок, да, чтобы они просто написали, отписались, получили. То есть мы как бы фиксируем, там ребята тоже опорники доставляют им. Вот сейчас, допустим, вот мне там один панда написал, что вот очень тяжело, говорит, там приехать в Новоазовск и получить посылки. То есть ребята, опорники довозят им до места назначения. Там где-то договариваются они и получают. То есть, ну, просто пишут, да, что все, спасибо, получили. Ну, вот что касается логистики, есть ли какие-то проблемы и как вообще вот доставляется помощь вот из Якутска? Ну, логистика у нас все как бы, республика, все отлажено у них, значит. Мы сдаем через единый координационный центр, через фонд Донбасс машины, и все это доставляется до Новоазовска. Там также наши представители от Якутии, опорники работают и довозят все до места назначения. То есть у нас там маршрут Новоазовск, там Луганск, Белгород и Курск. Ну, а в целом, что касается именно вот, может быть, состава волонтеров, есть ли какой-то определенный, вот, может быть, возрастной возраст это, или это и молодежь, и пожилые люди? Это, знаете, от 14 до бесконечности, честно сказать. Это люди такие неравнодушные, это простые граждане, есть, которые, допустим, там как-то, ну, всем помогают, да, такого прям что-то нету. То есть у нас есть мы в состав вошли молодежь, мы в состав наш зашли в народные полки Народного фронта. Вот. У нас там тоже есть молодежь, которая активно принимает участие, помогает нам, плетут, собирают гуманитарную помощь. То есть как бы вот в таком плане. И ребята у нас еще ездят еще также на все сборы, на волонтерские там в Курск, в Донецк, на миссию гуманитарную. Ну и ваши пожелания нашим телезрителям, которые, возможно, хотят, да, присоединиться также и стать волонтером. Принимать, конечно, да, пусть принимают участие. На самом деле не только республика помогает, вся страна помогает. Вот я, допустим, тоже недавно ездила в командировку, все регионы помогают. У нас вот также мы помогаем военнослужащим, которые попали в госпиталь. Мы находим в каждом регионе мы находим волонтеров, которые помогут прийти в госпиталь, могут что-то купить, принести. То есть ребят никто вот так вот не оставляет, все равно там как бы и опорники наши помогают. Допустим, вот недавно у нас был случай, когда боец попал в госпиталь, и все у него там документы остались в тылу. То есть опорники наши приехали, забрали, доставили в СДЭК в Ростове. То есть вот завтра его выписывают, то у него уже будут документы. То есть, ну, нет такого, чтобы вот кто-то остался равнодушным. То есть вот у нас попал в Волгоградскую область, город Камышин. Я вот там нашла волонтеров, это называется движение «Планета молодых».
Вот реально помогли. В Новочеркасске тоже помогли. То есть, ну, не оставайтесь, ну, придите, помогите. Кто-то у кого-то там сосед, вот одноклассники, кстати, одноклассники, вот приходят, там, позвонит, что можно отправить своему однокласснику. Я там говорю, приносят прямо от души, все помогает. То есть, как бы собирайте, помогите своим там родственникам, одноклассникам, друзьям. Не оставайтесь, пусть не остаются в стороне и помогают. То есть в любую помощь можно Да, оказать? любую, да, как бы вот эта вся гуманитарная помощь, конечно, ребята ждут, конечно, какая-то весточка, школьники нам помогают, да, вот у нас недавно была акция, 30-я школа очень, да, помогли нам, они с гуманитарной помощью, мы там столько продуктов отправили на 23 февраля. Спасибо, Светлана, спасибо вам. И в вашем лице, конечно же, всех волонтеров мы благодарим и желаем, конечно же, дальнейших успехов и гордимся вами. Спасибо. Спасибо большое, до свидания. Но в помощи и в заботе нуждаются и пожилые. Республиканский комплексный центр социального обслуживания Якутска приглашает всех, кто заботится о пожилых и мобильных людях, на бесплатные онлайн-занятия. Специалисты научат, как организовать питание малоподвижных и лежачих пожилых людей, как составить сбалансированное меню, соблюдать питьевой режим и правильно кормить. Также желающие могут получить советы психолога о профилактике сезонных расстройств. Онлайн-занятия уже сегодня. Чтобы узнать подробности, переходите по ссылке. QR-код вы видите сейчас на наших экранах. Ну а сейчас мы снова передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В Якутске сегодня и завтра пройдут первые распределения земельных участков участникам специальной военной операции. Участки, предназначенные для ведения садоводства, расположены в селах Кильдянцы и Табага. Приглашенных просят взять с собой паспорт в случае направления представителя, нотариально удостоверенную доверенность. Распределение участков состоится по адресу улица Октябрьская, 20/1, третий этаж, кабинет 303. Как отмечают в пресс-службе мэрии Якутска, в дальнейшем граждане на следующее распределение земельных участков в порядке очереди. Всего сформировано 1396 участков. Приложение «Госуслуги Дом» набирает популярность среди жителей региона. Им воспользовались уже более 52 тысяч человек. С помощью данного приложения пользователи могут удобно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги, а также получать актуальную информацию о плановых и аварийных работах. Кроме того, пользователи могут изучать отчеты своих управляющих компаний и направлять обращения напрямую в управляющие организации, что значительно экономит время и позволяет решать вопросы без необходимости посещения офиса. Возраст не помеха. Школа третьего возраста помогает старшему поколению вести активный образ жизни. Здесь учат петь и играть на музыкальных инструментах, занимаются рукоделием и вязанием, живописью и даже йогой. В сенсорном кабинете при школе работают 2 психолога. Они помогают пожилым курсистам бороться с деменцией. Всего в школе работает 30 кружков, а руководят ими серебряные волонтеры. Занятия у нас проводятся очень хорошо, весело, можно сказать, да? И мы тут забываем все свои болячки. И на самом деле у нас понижается давление, вот у многих очень давление есть, да, вот это движение. Потом мы же общаемся здесь, поэтому у нас поднимается настроение, мы себя чувствуем в обществе, мы же все работали в коллективах, поэтому все равно мы скучаем по коллективу. И вот это нам восполняет, можно сказать, вот занятия вот в этих кружках. С наступлением весны жители и гости горного района устремляются в природный парк Сины за незабываемым отдыхом. Расположенный в живописном бассейне реки Синя, парк славится своей уникальной природой, богатым животным и растительным миром. Особенно привлекательной в весеннее время становится подледная рыбалка. Это отличный способ провести время на свежем воздухе и насладиться красотой природы. На днях посетили парк Синя более 400 туристов со всей республики. Мы из города Якутска. Приезжаем сюда рыбачить уже 3-й или 4-й даже год. В прошлом году мы поймали рыбу на 13 килограмм. В этом году подфартило поймать на 8. Практически 7 800. Всем советую приезжать на речку Синюю, в горный район. Очень красивые места, скалы, горы. Местность очень живописная. Ну и речка всегда нас вот радует.
Институт языков и культуры народов СВФУ наберет абитуриентов на новую программу бакалавриата «Народная художественная культура». Выпускники этой программы смогут работать руководителями хореографических коллективов, педагогами-хореографами и постановщиками танцевальных номеров. По словам заведующей кафедрой фольклора и культуры ИЭКН Сарданы Федоровой, сегодня специалисты по народному танцу и художественной культуре востребованы в разных сферах культуры, искусства, образования и ивент-индустрии. Она подчеркивает, что интерес к народному творчеству остается высоким как на государственном уровне, так и среди частных танцевальных студий и культурных центров. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Наша информационная служба выдает выпуски новостей каждый час, а помимо этого на Якутия-24 есть еще выпуск детских новостей, где школьники тоже снимают весьма интересные познавательные сюжеты. К примеру, вот один из них, повествующий о старинных картах и планах города Якутска. В историческом зале Якутской национальной библиотеки открылась выставка. На ней показаны карты и планы конца 18-го, начала 20-х веков города Якутска. Мало кто знает, что улица Амосова, которая расположилась в центре города, раньше называлась улицей Красной Молодежи. А самая длинная улица Якутска в 1939 году была не Лермонтова, а улица Горького. Эти и многие другие интересные факты можно почерпнуть для себя из экспонатов выставки. Сейчас вот есть прекрасная возможность в течение месяца, я так думаю, посмотреть, изучить эти интереснейшие карты. Старинные планы и карты города Якутска были представлены с надгробной башни Якутского острога. Один из главных экспонатов – это генплан Якутска 1939 года. Дело в том, что инициатором создания генерального плана был главный архитектор, который был распределен в Якутск по окончанию Ленинградского института жилищно-коммунального строительства Смольков Георгий Иванович. Ленгий Прогор вел вот эту документацию по созданию генплана, потому что его нужно было корректировать, там вносить какие-то изменения, численность населения росла города, в связи с этим менялись социальные, экономические показатели. Это все нужно было учитывать в последующих генпланах. Они так и корректировались. Они и сейчас корректируются, эти генпланы. Интерес к выставке проявляют и наши ровесники. Так, например, ученики школы номер 18 пришли на экскурсию. Вдохновленные культурным наследием, они постепенно начинают определяться с выбором своей будущей профессии. Что вам здесь больше всего понравилось? Мне больше всего понравились генпланы вот этих улиц и города самого Якутска, потому что я увлекаюсь архитектурой, и для меня это было очень интересно. Понравилась история, посмотреть, как выглядит библиотека изнутри. Интересно. Я пришел на эту выставку, так как интересуюсь историей и заинтересован сдать ее в 9 классе. Узнать, как выглядел город раньше, посмотреть на эскизы архитектуры прошлого и понять, как менялся облик Якутска на протяжении столетий, жители и гости Якутска смогут до 25 февраля. Вход на выставку свободный, а это отличный повод зайти в библиотеку в выходные и не только посмотреть на старинные карты города, а возможно и прочитать что-то об истории родного края. Лера Антонова, Стас Потапов, Якутск. Но сегодня, оказывается, последний день работы выставки, так что, если вам интересно, успевайте. А в следующей рубрике «Сад-огород» тоже познавательная информация об экзотических растениях. Доброе утро! Из серии «Экзотические растения». В нашей рубрике я хочу показать вот такие экзотические растения. Это венерина мухоловка. Это очень интересное растение. Он вырабатывает специальные ферменты, которые привлекают мух, насекомых других. Да? Видите, вот здесь у них есть реснички. Растения-хищники известны тем, что они у себя на родине растут в очень бедных почвах, поэтому они вынуждены перейти на белковое питание. Питаются насекомыми, мухами, мошками. Это растение называется непентhes крылатый или кувшиночник. Вот у него есть кувшинка, сюда забегает насекомое, и кувшинка закрывается. Такое же хищное растение, сарацения желтая. То же самое вот здесь у нас есть ловушки, сюда залетают насекомые, и все, они там остаются и питаются сарацения ими. Также есть всем известная росянка. Видите, у него есть как бы реснички такие, и здесь у нас он собирает мошки.
мошки и переваривает их. Это очень вот такие экзотические растения. В домашних условиях венерину мухоловку можно держать чисто для экспериментов, для детей. Если растение голодное, то оно здесь бывает красное. А если это зеленое, то оно сытое. Но обычно это венерина мухоловка зимой уходит на покой, поэтому ее перекармливать не надо. В случае, если ловушка становится красной, значит она голодная, и туда можно положить муху, но муху живую, чтобы она двигалась. И тогда ловушка захлопнется, и несколько дней, даже месяц может переваривать эту муху. А завершить сегодняшний эфир мы хотим позитивным видео из соцсетей, которое точно вас умилит. На видео короткий, но душещипательный рассказ о дружбе мужчины и выдры. Парень в свое время спас зверька и выхаживал своими руками. Теперь выдра выросла и радостно приплывает, когда мужчина возвращается на их озеро. Такой по-настоящему четвероногий друг. Действительно, получается, благодарность выдры своему спасителю. Ну и, конечно, на этой умилительной ноте мы желаем вам хорошего дня и прощаемся до завтра. А завтра вас ждет дрифт на льду с нашим редактором и корреспондентом Иланой Захаровой. Мы окунемся в историю в рубрике «История в кадрах» и узнаем, какие изменения произошли в программе материнского капитала. Так что завтра тоже будет интересно. Встречайте вместе с нами утро, вместе с нашей передачей «Утро Якутии». Желаем вам хорошего дня и до завтра.